В его жизни было все, что только можно было пожелать. Любящая мать, которая обожала с ним разговаривать. Отец и брат, всегда его понимающие и поддерживающие во всем. Заботливая, приветливая жена и смышленый непоседа сын. Он был счастлив. Как надломилась его жизнь, он даже и не заметил. Совершенно случайно, ради простого интереса, он попробовал однажды, один единственный раз, как тогда ему казалось, наркотик. Сначала действительно это было интересно. Мысли не отягощались реальностью, сердце получало неописуемую свободу, а тело приобретало странную легкость. Но этот побег от реальности не принес спасения, а завел его в тупик, из которого теперь уже нет никакого выхода. Его затуманенный рассудок уже отказывался понимать, где правда, а где ложь, где добро, а где зло, да и участившиеся ломки не давали ему ни сил, ни покоя. Тело, которое, казалось, пропускали через мясорубку, постоянно требовало дозы. Все чаще и чаще хотелось просто умереть, уснуть и не проснуться. И эта игра в кошки-мышки закончилась трагедией. Не выдержав испытаний, выпавших на ее долю, простилась с ним его спутница жизни, мать его единственного ребенка. Она покинула его не по своей воле, а по воле злого рока, который решил, что в могиле ей будет покойнее, чем рядом с человеком, приносящим ей невыносимые страдания. И только сейчас он понял, каково это быть одиноким, каково это быть живым мертвецом, каково это бояться посмотреть в глаза своему ребенку, когда тот, совсем малюсенький и беззащитный, стоит и молится над могилой своей матери, которую убил.